смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В начале недели в одном из наших сюжетов мы рассказывали о том, как ведутся работы по благоустройству двух городских общественных территорий. Подрядчики объяснили, почему произошли задержки по срокам и обещали ускориться. Выполнили ли они свое обещание, выясняла Елена Двожик. После встречи членов рабочей группы с подрядчиками, которая состоялась в минувшую субботу, работы действительно пошли быстрее. Уже в понедельник на обе территории была заведена брусчатка, и рабочие сразу приступили к ее укладке. А во вторник начались активные работы по монтажу детского игрового комплекса в будущем сквере влюбленных. Причем и здесь, и в сквере с гномами площадки установит одна и та же компания. Две площадки здесь и на улице Гоголя. Здесь поменьше, там большой комплекс. Здесь, в принципе, вот практически все, что будет. Здесь будет карусель, качель, две пружинки и комплекс. И балансир. На монтаж этого комплекса, по словам подрядчика, уйдет примерно 2-3 дня. Затем они сразу перейдут в сквер в железнодорожной части города. Как отметил мастер, качество своей работы компания гарантирует. Качество гарантировано, идет. Как гарантия, естественно, все сертифицировано, все с завода, гарантия идет. Более того, все комплексы компания берет на гарантийное обслуживание в течение года на случай выявления недочетов в процессе установки или производства игровых комплексов. Но такое, говорит подрядчик, случается крайне редко. Тогда все это исправляется, но обычно не бывает, в случае вандализма бывает. Да, сломать по возрасту непредназначенную, например, качель большого труда не составит, но может привести к финансовым неприятностям, говорят городские власти. Во-первых, в обоих скверах будут установлены информационные стенды, на которых будет указано, на какой возраст рассчитаны те или иные игровые элементы. А во-вторых, уже ведутся работы по установке камер видеонаблюдения. Поэтому найти того, кто возместит ущерб в случае поломки, будет несложно, уверяют специалисты. Но хочется верить, что этого все-таки не произойдет. И новые игровые площадки после своего открытия будут долго радовать детей и их родителей своей работоспособностью и комфортом. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Проект «Аниматик», направленный на адаптацию детей с особенностями развития в обществе, подошел к своему завершению. Он стартовал в конце прошлого года, и за это время ребята успели многому научиться и расширить свой кругозор. Каковы итоги проекта, узнала наша съемочная группа. Адаптировать детей в общественной среде, объяснить, что такое добро и зло, дружба и взаимопомощь, было решено через понятный всем язык мультипликации. Кроме этого, в проект вошли аниматерапия, коррекционно-развивающие занятия, интерактивные мероприятия. В проекте общей численностью было 57 детей. Творческая группа для начала была подобрана из 20 человек, сейчас это уже 23 ребенка. И 35 человек к нам приходили, это были как участники всех остальных мероприятий, которые тоже были охвачены нашим проектом. По словам Марии Лазаревой, итогом почти годичной работы стали 4 мультипликационных фильма, где ребята были и сценаристами, и художниками, и режиссерами. 11-летний Максим Першин придумал свои персонажи, сам сделал фигурки. О чем мультфильм? О солнышке, которое искало себе дом. Нашло? Да. И кто помог в этом солнышку? Все... Облако, улитка. На заключительном мероприятии и взрослые, и дети посмотрели все мультфильмы, сделанные в рамках проекта. Все мы живем на этой планете. Характером разные и цветом кожи. Разные взрослые, разные дети. Но, безусловно, мы в чем-то похожи. С кем-то мы рядом, с кем-то раздельно. Кто-то живет у нас по соседству. Кого-то не знаем. Нам про них неизвестно. Кого-то не видели с самого детства. Будь ты девчонкой или мальчишкой, жизнь не изменит законов своих. Кошка, собака или же мышка. В мире у нас не должно быть чужих. Председатель городской организации инвалидов Валентина Митракова поблагодарила всех участников проекта «Аниматика» за хорошую работу, отметив, что проектом заинтересовались коллеги-кировчане. Сосногорский опыт будет хорошим подспорьем, ведь результаты, как говорится, налицо. Результаты – это, конечно же, то, что наши детки стали более раскованнее, более уверены, они научились работать в команде, они научились озвучиванию, анимации. Для них это большой-большой опыт. Ну и, конечно, за счет интегративных мероприятий они научили работать в команде и, конечно же, играть.
Отметим, что реализовать аниматик помогла компания «Лукойл», выделив средства в размере почти 200 тысяч рублей, на которые было приобретено оборудование для съемок и расходные материалы. На соискание гранта заявку подавало городское общество инвалидов. Проект завершен, однако сотрудники отделения решили не останавливаться на достигнутом. Ребята продолжат свою творческую деятельность, посредством которой они смогут не только проявить себя, но и стать более коммуникабельными. Андрей Калиничев, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Чем занять ребенка в свободное время? В какие кружки и секции можно записаться и все ли они бесплатны? Получить ответы на эти и другие вопросы по теме можно было в рамках прошедшей на днях прямой линии в Сосногорском филиале общественной приемной главы Республики Коми. За час на телефон прямой линии поступило около десятка звонков. Возможностями дополнительного образования в этом учебном году интересовались как родители, так и сами ребята. Так, 14-летняя Дарья спросила о том, какие новые направления предлагает Дом детского творчества. Директор ДДТ Екатерина Борисова рассказала, что одним из таковых является медиацентр для детей и подростков. На базе Дома детского творчества открывается детское телевидение, студия 7. Туда принимаются дети с 8 до 10 лет и с 11 до 18 лет. Набор у нас уже ведется. Кроме этого, впервые на базе ДДТ объявила набор «Школа дефиле», а попробовать свои силы в танцевальном марше можно будет новой группе «Мажорет Шоу». Для мальчишек открывается студия «Танцевальный взрыв». И это далеко не все. Открывается новый кружок «Мир мультимедиа». Здесь у нас будет проходить работа обучения с компьютерными программами, фото- и видеообработка, лего-конструирование, робототехника. Открывается театральная студия «Овация». Продолжат работу и те кружки, которые уже давно пользуются популярностью – вокальные и прикладного творчества, клубы для интеллектуалов и любителей изобразительного искусства. По словам директора ДДТ, в этом учебном году программа обучения очень насыщена и разнообразна. Найти занятия по душе сможет каждый ребенок. Занятия всех кружков в Доме детского творчества бесплатны и доступны для всех. Расписание у нас уже составлено. Получается, с информацией о работе кружков и секций, которые может посещать ваш ребенок, вы можете ознакомиться на официальном сайте ДДТ Сосногорск, либо на Лермонтова 6 в здании у нас размещена информация, либо обратиться в сам ДДТ по номеру телефона 679-92, и на все вопросы мы ваши ответим. Несколько вопросов на прямую линию поступило на тему не так давно вошедших в практику сертификатов дополнительного образования. Заместитель начальника управления образования администрации муниципального района Сосногорск Надежда Седнева пояснила, что сертификаты выдаются один раз и действуют до момента достижения ребенком 18 лет. С его помощью можно оплачивать полностью или частично те услуги дополнительного образования, которые предоставляют лицензированные профильные организации платно. Денежные средства как таковые за каждым сертификатом не закрепляются. Так что ни обналичить, ни накопить, ни перевести на другой подобный сертификат их не получится. За более конкретной информацией о сертификатах можно обратиться в муниципальный опорный центр, который создан на базе Дома детского творчества. Влада Гришаева, Елена Двожик, Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Еще одна прямая линия, которая прошла на этой неделе, была посвящена спортивной сфере, в частности, доступности спортобъектов для людей с инвалидностью. По словам работников отрасли, занятия проводятся на базе Сосногорского физкультурно-оздоровительного комплекса. Для детей это настольный теннис, бочи, дартс, шашки, шахматы, домино. То, что проводится на бесплатной основе в группе здоровья под руководством инструктора по адаптивной физической культуре Ларионова Сергея Николаевича. Время висит у нас в физкультурно-оздоровительном комплексе. По расписанию можно спокойно подойти и ознакомиться. Помимо игровых, а также интеллектуальных видов спорта, у людей с инвалидностью есть возможность выполнять нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». База для этого есть. Главное, отмечает руководитель отдела физкультуры и спорта, получить допуск у медиков. Говоря о доступности объектов в целом, сегодня каждый из них готов принять на своей базе спортсменов-инвалидов. Этого требует законодательство. Единственный вопрос – кадры. Но работа по поиску инструкторов с профильным образованием не останавливается. У нас на сегодняшний день бассейн оборудован специализированным подъемником для людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями. Единственное, что необходим инструктор,
который будет обучен для работы с данной категорией граждан именно на воде. Но это касаемо городского бассейна Аюва. А вот жителей Войвожа интересует вопрос, когда в их поселке возобновит работу подобный объект. На сегодняшний день там уже проведена замена 2 насосов, но в процессе пусконаладочных работ было выявлено серьезное повреждение покрытия чаши бассейна. По оценке специалистов, стоимость работ составит более 1 миллиона рублей. И эти средства, по словам руководителя спортотдела, будут искать в бюджете в следующем году. 21 сентября жители Сосногорского района смогут принять участие в легкоатлетическом забеге «Кросс Нации-2019». Старт спортивному состязанию будет дан в 11 часов утра от универсального спортивного комплекса «Метеор». Регистрация участников соревнований начнется в 9:30. Маршрут забега пройдет по улицам Комсомольской и Зои Космедемьянской и завершится на стадионе «Локомотив». Приятным бонусом для всех участников забега станут концертные номера от сосногорских артистов, а также розыгрыш призов и подарков. Кроме того, в рамках спортивного праздника сосногорцев приглашают сдать нормативы по бегу на короткие и длинные дистанции за счет комплекса «Готов к труду и обороне» на спортивном стадионе «Локомотив». В завершении выпуска коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, в наш регион продолжит поступать арктический воздух, что приведет к дальнейшему похолоданию. По ночам прогнозируется от 0 до -3 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до 4-7 градусов выше 0. В поле пониженного атмосферного давления везде пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.